Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 14-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжар. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами выучим две пословицы, потренируем произношение некоторых звуков, познакомимся с фразами культуры речи, а именно узнаем, как обращаются члены семьи друг к другу. Далее освоим правила из грамматики и выучим чтение некоторых букв. Итак, приступаем к делу сразу. На очереди сегодня первый у нас скороговорки. Скороговорки, как мы с вами знаем, на абазинском языке аласхарафа. Аласхарафа. Да, давайте повторим. Кто не знает, давайте будем практиковать и письмо. Пишите в комментариях. Давайте с вами договоримся, что вы будете писать в комментариях то, что видите на экране. Аласхарафа. В этом слове мы видим два интересных звука. Это первый звук, это звук х. Второй звук, это звук к. Итак, смотрите, звук х пишется как х, палочка в, произносится как в слове хра, трава. Звук к пишется как к в, произносится как в слове крыша. К. Угу. Значит, давайте запишем в комментариях. Аласхарака – это скороговорки. Хра – трава, к – крыша. Угу. Аласхарака, хра, к. Молодцы. Итак, первая скороговорка. Сначала послушайте, а потом мы с вами постараемся ее проговорить. Йикцакырам цабыргып, ацагылра цас хазгыл. Йикцакырам цабыргып, ацагылра цас хазгыл. Итак, какие интересные звуки мы встречаем с вами в этой скороговорке? В первую очередь это звук г. Звук г мы пишем как г мягкий знак. Дальше встречаем звук ц. Где звук ц? Это ц палочка. Ц палочка это звук ц. Смотрите. Дальше у нас идет звук к. Звук к это к палочка пишется. Егицакырам. Не секрет. Егицакырам. Давайте попробуем произнести все вместе. Егицакырам. А вы записывайте в комментариях, не забывайте. Егицакырам цабыргып. Цабыргып. Здесь мы снова встречаем звук ц палочка, и звук п палочка. Угу. Ацагылра цас хазгыл. Ацагылра цас хазгыл. Здесь мы дважды встречаем звук ц, который пишется как ц-палочка, да? И один раз видим звук х, который пишется как х-палочка. Теперь давайте посмотрим, какие тут у нас подготовлены слова-подсказки для того, чтобы мы выучили некоторые из этих букв. Первая буква это цис. Цис. Да? Птичка. Звук ц мы запоминаем с помощью слова цис. Следующая
звук К мы запоминаем с помощью слова корма. Корма. Корма – это калина. Корма. Пишется звук К как К палочка. Дальше звук Х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Ха. Итак, значит, Ц мы запоминаем с помощью слова цис. Цис. К корма. Ха. Теперь давайте еще раз прочитаем эту скороговорку. Егцагырам цабыргып, ацагылра цас хазгыл. Егцагырам цабыргып, ацагылра цас хазгыл. Молодцы. Теперь давайте перейдем к следующей скороговорке. Следующая скороговорка звучит так. Чыкай, чадакай, адзачпы, чытрак, чацпсырщат, мышкы. Чыкай, чадакай, адзачпы, чытрак, чацпсырщат, мышкы. Давайте еще раз попробуем произнести. Чыкай, чадакай, адзачпы, чытрак, чацпсырщат, мышкы. Значит, чик и чадакай – это лошадь и осел. Ч – лошадь, чада – осел. Чик имеется в виду одна лошадь, чадак – один осел. Вместе. Когда они вместе, мы говорим чик и чадакай. То есть это вместе они что-то делали. Адзачпы на берегу реки. Читрак недолго, какое-то время. Чацпсырщат, мышка. Чацпсырщат отдыхали вместе. Мышка, как-то днем. Когда, недавно, может быть. Итак. Чикай, чадакай, адзачпы, читрак, чацпсырщат, мышка. Здесь эта скороговорка помогает нам тренировать звук Ч в первую очередь. Да? Звук Ч пишется как Т-Ш. Видите, много-много раз он встречается в этой скороговорке. Звук Ч, как в слове Ч, как в слове чада, да, лошадь, осел. Потом мы видим звук К, который пишется как К-палочка, да, в этих словах. Адзачп, звук Дз, который пишется как ДЗ. А слово подсказка у нас, естественно, для этого звука это слово вода. Дз. Значит, пишется как ДЗ, а произносится как Дз. Вода. Дальше мы видим звук Т. Например, в слове чацпсырщат. Этот звук эта буква пишется как Т-палочка, а произносится как в слове сова. Т. И, наконец, звук К. Звук К пишется как К-палочка, а произносится как в слове корма. Корма – это калина. Итак, чикай. Давайте еще раз прочитаем. Попробуем. Если трудно читать, просто давайте попробуем повторить то, что я говорю, и буду медленно повторять. Чикай, чадакай, адзачпы, читрак, чацпсырщат, мышка. Звук Дз мы запоминаем с помощью слова Дз, вода, Дз пишется. Звук Т, который пишется как Т-палочка, мы запоминаем с помощью слова сова, Т. Звук К, который пишется как К-палочка, мы запоминаем с помощью слова корма. Корма – это калина. И звук Ч мы запоминаем с помощью слова Ч, лошадь, или чада, осел. Пишется как Т-Ш. Молодцы. Теперь, смотрите, у нас на очереди фразы культуры речи. Вот что мы сегодня с вами планируем освоить. Значит, что это? Мы сегодня с вами познакомимся, как члены семьи обращаются друг к другу на абазинском языке. Да? Как сказать мама, как сказать папа. Итак,
к матери, члены семьи, ну, дети, да, как обращаются? Мма. Мма. Давайте запишем, чтобы нам легче было запомнить, чтобы это дольше осталось в нашей памяти. К матери дети обращаются мма. К отцу говорят папа. К бабушке маду. Маду. К дедушке дада. К тете дети обращаются ахща. К дяде аща. Итак, давайте без перевода я просто этот столбик зачитаю на всякий случай. Мма, папа, маду, дада, ахща, аща. Угу. К матери, значит, дети обращаются мма, к отцу папа, к бабушке маду, к дедушке дада, к тете ахща, к дяде аща. Итак, теперь наступило время грамматики. Давайте мы с вами начнем сегодняшний осваивать грамматический блок с того, что вспомним, что в абазинском языке существительные делятся на класс человека, да, помним, и класс вещей. Класс человека, в свою очередь, делится на класс женщин и класс мужчин. Давайте сначала вспомним, приведем несколько примеров того, какие существительные относятся к классу человека. Итак, например, саби, ребенок, да? Естественно, это одушевленное существо, не только одушевленное, не совсем так. Значит, к классу человека относятся люди. Ребенок это, естественно, человек, поэтому он относится к классу человека. Дальше следующий пример. Она, мать. Естественно, тоже мы ее отнесем к классу человека, к классу вещей же мы не можем ее отнести. Аба, отец, то же самое. Аща, брат. Естественно, тоже мы относим его к классу человека. Итак, давайте на всякий случай повторим. Как сказать ребенок? Саби, она, мать, аба, отец, аща, брат. Извините. Итак, теперь самое интересное. Значит, есть в абазинском языке аффиксы «е» и «л». Значит, для чего они нужны? Они показывают отношение принадлежности к существительным класса мужчин и класса женщин. То есть, например, если мы хотим сказать «сын Рамазана», мы говорим «Рамазан Епа». Вот эта буковка «е», она показывает, что это не чей-то сын, а сын конкретно Рамазана. Если мы хотим сказать «Марьят Лпха», то есть мы говорим «Марьят Лпха», чтобы сказать «дочь Марьят». Здесь частичка «л» показывает как раз принадлежность, если можно так сказать, существительного «дочь» к существительному «марьят». Вот частичка «л», она именно это и показывает. Итак, смотрите, аффиксы «е» и «л», они показывают отношение принадлежности к существительным класса мужчин и класса женщин. Значит, аффикс «е» – это когда он относится, показывает, что существительное относится к существительному мужского рода, а «л» к женскому роду. Итак, не будем мимо проходить и сразу обратим внимание, что в слове «лпха» звук «х», он пишется как «х-палочка», да, и звучит как «х», как в слове «ха», чтобы легче было запомнить. Смотрите, теперь давайте с вами подумаем вот о чем. Я буду вам называть, значит, существительные, а вы подумайте, как бы их, как вот сказать, вот существительное «саби», ребенок, да, мы с вами сегодня уже выучили. Как сказать «его ребенок»? Его ребенок, используя вот свежую информацию об аффиксах, которые мы только что выучили. Смотрите, это будет «е-саби», его это будет ребенок уже. Анна, как сказать «его мать»? Ян, Ян. Видите? Угу. Очень хорошо, молодцы, пишите.
Да, саби, есаби, да. Если мы берем слово мать, ан, значит мы прибавляем е и получается ян, да, правильно. Дальше, значит, что? Существительное аба, отец, да. Давайте подумаем, как сказать его отец. Да, яба будет. Если мы берем существительное брат, аща, то получится что? Яща. То же самое давайте подумаем для женского рода. Чтобы сказать ее ребенок, лсаби, ее мать, лан, ее отец, лаба, ее брат, лаща. Видите, легко. Здесь мы с вами рассмотрели, значит, смотрите, исаби, ян, яба, яща. Просто прибавляем аффикс е к существительному, и вот у нас получается уже грамматически верная конструкция. Теперь давайте снова вернемся к этой таблице и вспомним, что именно относится к классу вещей, да, какие именно существительные относятся к классу вещей. Освежим информацию. Значит, к классу человека, мы поняли, уже относятся люди, а к классу вещей относятся, значит, все предметы и животные. Давайте приведем несколько примеров. Бна – лес, да, согласны, да, что относится к классу вещей. Бамби – вата, тоже здесь, я думаю, никаких сомнений. Самое интересное – это вот ла – собака, животное, одухотворенное существо, но тем не менее относится к классу вещей. Уарба – орел, тоже относится к классу вещей. И теперь, возвращаясь к теме про аффиксы, значит, хочу сказать, что аффиксы «е» и «л» показывают отношение принадлежности к существительным класса мужчин и класса женщин, в том числе, если речь идет о существительных класса вещей. То есть, например, справедлива та же самая конструкция, если мы говорим о предметах. Например, мы хотим сказать «книга Рамазана». Мы можем сказать «Рамазан и книга». Да? Или мы хотим сказать, что комната Марьят. Мы говорим «Марьят лпещ», просто прибавляя аффикс «е», если мы говорим о мужчине и о том, что принадлежит мужчине. И используем аффикс «л», когда мы говорим о том, что принадлежит женщине, о тех предметах или животных. Да, это все относится к классу вещей. Теперь давайте приведем потренируемся на нескольких примерах. Первый пример – чуан, котел. Значит, как сказать его котел? Очень легко, правда? Просто нужно прибавить аффикс е. Ичуан. Вот как легко получается. Что касается существительного гара, колыбель. Как сказать его колыбель? Его колыбель. Его колыбель. То есть та же самая логика. Да? Мы берем существительное колыбель, гара, прибавляем в начале слова аффикс е. Получается что? Е-гара. Еще существительное чат. Чат – блюдце. Угу, правильно, молодцы. Чат – блюдце. Как сказать его блюдце? То же самое. Мы прибавляем е, аффикс е и краткое, да, в начале слова. Получаем его блюдце, е-чат. Вот как все просто. Теперь давайте попробуем те же самые существительные, как бы сказать, имея в виду к женщине, да, лчуан, ее котел, если мы хотим сказать. Если мы хотим сказать ее колыбель, мы говорим лгара. Если мы хотим сказать ее блюдце, мы говорим лчат. Видите, как легко? Очень легко и очень просто. Теперь я вам предлагаю потренируемся теперь на диалоге, да, посмотрим, как это правило работает в предложении. Смотрите, диалог такой.
Дабар Марьят. Дабар Марьят Лкапшила Рамазан. Капшила — это супруг. Дабар Марьят Лкапшила Рамазан. Значит, смотрите, я подчеркнула здесь специально букву Л в слове Лкапшила, то есть эта буква Л показывает, что супруг Марьят не чей-то другой, а именно ее, видите, идет существительное Марьят, следующее существительное супруг. Чтобы было точно понятно, что это ее супруг, мы прибавляем букву Л, и все, становится сразу понятно. Марьят Лкапшила. Сразу понятно, что это супруг Марьят. Звук Х, который мы здесь встречаем, Х твердый знак, да, мы запоминаем его с помощью слова кхалпа, шапка. Кхалпа. Теперь смотрите еще что. Тут есть интересное у нас. Дабар Марьят Лпха Мадина. Дабар Марьят Лпа Рустам. Вот дочь Марьят Мадина, вот сын Марьят Рустам. Значит, я опять подчеркнула букву Л в двух случаях, Лпха и Лпа. Значит, еще раз давайте проговорю, и мы с вами еще лучше запомним. Дабар Марьят Лпха Мадина. Смотрите, конструкция Марьят Лпха. Существительное Марьят, следующее существительное Пха, дочь. Мы прибавляем аффикс Л к слову дочь, то есть Пха, для того, чтобы передать смысл, что это дочь Марьят. Марьят Лпха — это значит дочь Марьят. Марьят Лпа, как в следующем предложении, по аналогии означает сын Марьят. Па — сын, мы поставили Л в начале этого слова, и получилось Лпа. Марьят Лпа, да, это сын Марьят имеется в виду. Обратим внимание на звук Х в слове Лпха. Пишется как Х палочка, да? И мы запоминаем этот звук с помощью слова Ха, груша. Ха. Молодцы. Вот на этом мы с вами прошли такую несложную, но очень важную грамматическую конструкцию, такое правило грамматическое. Теперь мы с вами выучим правила чтения некоторых букв. Тоже здесь ничего сложного нет, поэтому давайте сразу приступим к делу. На этом слайде мы с вами потренируем произношение двух букв. П и П. То есть звук П — это П палочка. Со звуком П все понятно, это очень легко, потому что произносится этот звук точно так же, как и в русском языке. Значит, смотрите, давайте сначала начнем с простого, да? Про пса, занавес или тюль, тоже можно и так перевести. Пыль, слон, па, сын. Про пса, пыль, па. В слове пыль интересно то, что звук «и», мы с вами когда проходили, как читаются гласные, вы наверняка помните, звук «и» читается у нас очень мягко, его как будто бы не слышно. Пыль. Его как будто бы не слышно, но он есть. Перейдем теперь к звуку «п». Начнем с того, что «п» пишется как «п» палочка. А читается как в словах «ща-п» нога, на-п рука, уапа бурка. П палочка. Читается как в словах «ща-п» нога, на-п рука, уапа бурка. Итак, давайте запишем эти слова. Про пса занавес, пыль слон, па сын. На звук П у нас следующая группа слов. Ща-п нога, на-п рука, уапа бурка. Перейдем теперь к следующей паре букв. Итак, звук Т и звук Т. Звук
Т. Тоже здесь все очень легко и просто, потому что здесь так же, как и в русском. Т – топ, Т – тп, Т – тара. То же самое. В слове «тып» опять обратите внимание на то, как читается буква «и». Ее как будто бы не слышно. «Тып». Но она есть. Итак, топ – мяч, тып – шалаш, тара – емкость. Топ – мяч, тып – шалаш, тара – емкость. Теперь перейдем к звуку «т». Звук «т» пишется как «т» – палочка. Читается как в словах «т» – сова, «тата» – мягкий, «тама» – абрикос, «т» – сова, «тата» – мягкий, «тама» – абрикос. Давайте теперь зачитаю все слова из двух столбиков, а вы пока пишите, слушайте, как я их произношу, особые эти звуки, и старайтесь их тоже повторять за мной. На звук «т» у нас следующие слова: топ – мяч, тып – шалаш, тара – емкость, т – сова, тата – мягкий, тама – абрикос. Топ – мяч, тып – шалаш, тара – емкость, т – сова, тата – мягкий, тама – абрикос. И заключительная пара букв на сегодня – это буква Х и буква Г. Буква Х пишется как Х палочка, буква Г пишется как Г палочка. Давайте теперь потренируем произношение слов. Значит, на букву Х у нас есть слова ахба, хара, ха. Ахба, хара, ха. Ахба, хара, ха. На букву Г у нас есть слова гапн, гамта, амга. Гапн, гамта, амга. Гапн, гамта, амга. Итак, звук Х, еще раз напомню, пишется как Х-палочка. Звук Г пишется как Г-палочка. Читается звук Х как в словах ахба – старший, хара – мы, ха – груша. Ахба – старший, хара – мы, ха – груша. Звук Г пишется как Г-палочка, читается как в словах гапн – весна, гамта – время, амга – обувь. Гапн – весна, гамта – время, амга – обувь. Гапн – весна, гамта – время, амга – обувь. Молодцы! Очень хорошо вы сегодня потрудились. Мы с вами сегодня, напомню, выучили две пословицы, потренировали произношение некоторых звуков, выучили очень важную грамматическую конструкцию, когда и где используются аффиксы «е» и «л» и что они означают, да, теперь мы знаем. И потренировали произношение некоторых звуков. Я вас поздравляю с таким плодотворным проведением занятием. И хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Конечно, на канале YouTube Алашара, а также есть канал YouTube у группы Абаза БСЖ. Не забывайте подписываться на наши группы, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах дышсырасхат.